30 декабря в 2023 году глава Якутии Айсан Николаев подписал указ о развитии единой системы образования Республики Саха до 30 года. Об основных направлениях указа мы сегодня поговорим с нашей гостьей Нюргуной Соколовой, министром образования и науки Республики. Нюргуна Афанасьевна, добрый день. Здравствуйте. Сегодня 25 января, День российского студенчества. Мы можем с вами поздравить студентов. Действительно, сегодня очень радостный день для наших студентов, для наших будущих специалистов молодых, да, которые будут работать в наших отраслях. Поэтому в первую очередь, наверное, пожелаю им успешной учебы, да, чтобы, значит, сессия сейчас как раз-таки закрывается в вузах сессии и начинается обучение уже второй весенний семестр в колледжах и техникумах. И поэтому успешное обучение здесь, наверное, самое главное пожелание. Да? Ну и, конечно, мы ждем наших будущих специалистов в отраслях экономики, в реальном секторе, да, на производстве, в предприятиях, ну и в образовательных организациях. Теперь давайте перейдем с вами к теме сегодняшней беседы. Чем вызвано издание главой Якутии указа о развитии единой системы образования в республике до 30 года? Ну, кто помнит, уже, наверное, в 2018 году Айсан Сергеевич подписывал указ под номером 190. Он определял стратегические векторы развития для системы образования. Ориентирован был в основном на качественной подготовке, да, обучения. Сейчас, значит, уже есть мероприятия, которые исполнены, достигнуты результаты, и новый стратегический указ, он консолидирующий все системы образования по всем уровням образования, в том числе других участников образовательного процесса. И он ориентирован на все население нашей республики, да, от мала до велика. А какие основные направления есть в указе, которые будут реализованы Министерством образования? Конечно, вопрос качества подготовки остается основным, но ориентир больше идет на всестороннее развитие личности. Мы должны охватить и школьников, значит, проактивными формами предложения образовательных программ, да, но и взрослое население. Да. Кроме этого идет развитие в рамках всестороннего развития личности. Это разные направления и отдыха, занятости наших обучающихся и взрослых, да, обучение короткими программами, профориентационные мероприятия, получение первой профессии, первой зарплаты, да, значит, ну и другие направления. Но получается, что направления, вот, которые заложены в указе, они очень хорошо соотносятся с направлениями в нацпроекте образования. Да, национальный проект образования, он основополагающий в части формирования инфраструктуры системы образования и внедрения новых технологий в образовательный процесс. Он на это ориентирован, и сейчас в достаточном количестве наших образовательных организаций создана очень современная инфраструктура, материально-техническая база обновлена, значит, ну, кроме того, значит, переориентированы образовательные программы, да, на современные требования. И вот как раз-таки это фундамент для того, чтобы развивать в нашей региональной системе и далее на этой базе разрабатывать другие маршруты развития. Это как-то связано с применением дистанционных технологий в обучении? В том числе, кстати, да, по тем моментам, которые вот недостижение показателей качества, да, либо повышение еще больше, значит, тех достигнутых, ну, в том числе баллов ЕГЭ и так далее, да, здесь мы применяем уже другие механизмы, когда, значит, будут использованы в том числе дистанционные технологии для повышения качества подготовки в отдельных взятых образовательных организациях, либо по отдельным предметам. Ну вот, наверное, есть и своеобразная дорожная карта для реализации такой цели? Действительно, в части реализации, значит, стратегического указа у нас разрабатывается сейчас портфель проектов, в рамках которого будет реализован ряд направлений для достижения показателей стратегического указа. Да? Но кроме того, значит, по отдельным направлениям будут приняты региональные программы, либо отраслевые программы, да? В рамках которых будет более системная работа проведена для достижения указанных в стратегическом указе мероприятий. А вот учебный центр, получается, может быть уже открыт в 2024-2025 году? Да, практически мы работу над учебным центром начали. Значит, создана
база педагогов, которые готовы работать в этом учебном центре с применением дистанционных технологий, которые будут индивидуально работать со школьниками, которые испытывают потребности для повышения качества своей подготовки. Да? Ну и вот база педагогов – это вот основной задел для реализации. С помощью квалифицированных педагогов, с помощью дистанционных технологий в том числе, да, мы надеемся выйти на эффективность. А есть ли какие-то конкретные дисциплины, которые будут там преподаваться, и что за учителя, педагоги будут там работать? Ну, если по дисциплинам посмотреть, то это узконаправленные, так скажем, отдельные предметные области, будь то физика, химия, биология и информационные технологии. Это большой плюс как раз для тех, кто находится в отдаленных населенных пунктах и не имеет возможности приехать учиться в центральные вузы. Вы правы, да. Скажите, а вот здесь не теряется ли связь учитель-ученик? Ведь было очень много, ну, скажем так, жалоб от родителей, не все были довольны, когда во времена пандемии коронавируса и нынешних карантинов, активных дней, дети переходят на дистанционное обучение и таким образом как будто получают меньше знаний. Нет. Образовательный процесс также продолжается в школе. Да, и те предметы, и учителя, которые работают в родной школе, они, значит, в рамках федеральных государственных образовательных стандартов свою деятельность ведут. Да, и школьник занимается по тем же дисциплинам. Да. А есть у нас отдельные, значит, школы, где либо отсутствует, либо совмещает преподаватель, и в помощь им в том числе будет вот этот вот дистанционный учитель, который будет, да, корректировать те пробелы, которые имеются в подготовке. Это может чем-то напомнить очно-заочную форму обучения? Я бы сказала нет, потому что очно-заочная форма в соответствии с федеральным законом – это когда вот после работы, ну, условно, да, можно приходить очно и заниматься определенное количество времени, меньше, чем в образовательном стандарте. Миргуна Афанасьевна, в 2024 году планируется еще и внедрить единый стандарт обеспечения горячим питанием школьников и дошкольников с преимуществом использования местной продукции и высоким контролем. Какие шаги уже сделаны для достижения этой цели? Действительно, вот питание, соответствующее требованиям, конечно же, это основа для нашего здоровья, да, тем более, если мы говорим о наших детях. Так? Поэтому в последнее время правительством принято решение об увеличении норматива питания, да, и тем самым мы заложили, в принципе, основу для того, чтобы развивать качественное питание. Да? Ну и мы говорим о местной продукции, которая, значит, адаптирована к нашим условиям. Да? Сегодня в рамках январского совещания мы проводим очень много мероприятий, и как раз-таки завтра у нас будет по горячему питанию дискуссионная площадка, где мы пригласили наших федеральных экспертов, наших производителей, наше Министерство сельского хозяйства в том числе будет принимать участие, да, и мы еще раз обсудим над качеством питания наших школьников. А вот какие производители, если не секрет? Ну, давайте, можно это узнать по программе, наверное, и завтра мы можем услышать. А, конечно же, это наши крупные производители в виде СХПК на местах. Да? Ну, а здесь мы говорим о городе Якутске, предприятиях регионального значения. Да? Ну, допустим, Якутская птицефабрика. Да? Это наш хлебзавод. Это и молокозавод, который выпускает молочный дождик. А вот в декабре 2023 года была новость о том, что в некоторых школах Якутска появился для детей так называемый правильный фастфуд. Как отреагировало Министерство образования на эту новость? Были ли какие-то планы по вот как раз-таки изменению меню в пользу детей, у которых есть свои какие-то предпочтения в еде? Есть у нас, да, действительно, в том числе и особые внимание требующие дети, да, и по питанию, в том числе аллергики, да, в этом плане, конечно, меню, оно предусматривает подходы. Ну, вот вы правильно заметили, вот эти новые веяния, да, они в том числе должны обсуждаться на наших площадках. Скажите, есть ли какие-то программы дополнительного образования для детей в возрасте от 7 до 13 лет?
В целом, если мы говорим о дополнительном образовании, то это традиционные наши кружки и секции, которые ведутся и в центрах дополнительного образования, и внутри школ, и в том числе здесь активно вовлекается частный бизнес. Да? Сегодня по показателям итогам 2023 года мы достигли охвата 73,3%. В принципе, это неплохой показатель. Да? При этом нужно учитывать, что в прошлом году мы перешли на персонифицированный учет. То есть, если раньше подсчет велся в системе, мог один обучающийся посетить 3 кружка, и засчитывалось как 3, да, то сейчас нет. Теперь индивидуально, если даже ребенок посещает 3-4 кружка, то он будет засчитываться как 1. Да. Тем самым, значит, система подходов к дополнительному образованию в прошлом году, методология изменена. И в этом году мы в стратегическом указе, кроме того, да, заложили о том, чтобы мы смогли максимальное количество детей охватить кружками и секциями дополнительным образованием, в том числе с помощью карты юного жителя, благодаря которому, значит, дети смогут посещать и культурные, и спортивные мероприятия, и в том числе кружки и секции, в том числе платные. А вот, наверное, подавляющее большинство секций, в которых ходят дети, сейчас, наверное, связаны со сферой IT. Да, это популярное направление. Более того, как вы уже замечали, в рамках национального проекта образования инфраструктура создана. И если экономика есть потребность в IT-специалистах, да, то и контрольные цифры приема в образовательных организациях высшего среднего профессионального образования увеличиваются в эту сторону. Ну и потребность населения, абитуриентов и их родителей в этом направлении мы замечаем, что идет большой рост. А вот показатель 73%, он связан с тем, что не все родители желают отдавать своих детей в секции? Либо нет, скорее всего, наверное, тут не родители, либо, скорее всего, это связано с самим ребенком, тот, который, значит, имеет возможность записаться и посещать, это постоянное посещение, да. Я так думаю, что в этом плане нужно нам работать, чтобы все дети были охвачены дополнительным образованием. Как сейчас в целом контролируется исполнение указа? Указ только в конце декабря подписан, да, я уже отмечала, что будет портфель проектов, обозначены критерии, ну и, соответственно, в системе проектного управления будет, значит, продолжена работа, будет создана информационная инфраструктура, она, то есть имеется в ситуационном центре, да, и как портфель проектов она будет находиться в этом. Плюс остается дождаться еще итогов январского совещания. Январское совещание – это уже механизм реализации стратегического указа. Ну что ж, Нургуна Афанасьевна, я благодарю вас за то, что нашли для нас сегодня время, ответили на интересующие вопросы. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.